Мы уже привыкли к тому, что главы государств проводят пресс-конференции. Этому примеру последовал и ректор Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы Раиль Асадуллин, продемонстрировав тем самым открытость вуза для прессы. Руководитель университета собрал представителей республиканских средств массовой информации для того, чтобы ответить на злободневные вопросы российского образования. А таких вопросов оказалось достаточно. Несмотря на время отпусков, журналисты не упустили возможности лично пообщаться с ректором. Каждый мог задать интересующий вопрос. Сайт университета в режиме реального времени принимал вопросы от зрителей, которые в прямом эфире следили за происходящим в конференц-зале. Свой рассказ ректор начал с перечисления достижений университета. Одно из них – это установление связи с международной организацией «Тюрксой». С целью сотрудничества между тюркскими народами был открыт Центр международной организации тюркской культуры. В недавнем времени планируется создание Центра французской культуры «Альянс Францез». Далее Раиль Асадуллин рассказал о многих противоречиях в системе высшего образования. В первую очередь это касается перехода к новым федеральным стандартам. Школа уже давно перешла к новой системе, а в вузах все еще готовят специалистов по стандартам второго поколения. Или вот, например, сегодня от нас требуют, чтобы жилищные условия студентов были современными. Я предлагаю вам найти возможность приехать в наш городок, заглянуть в наш профилакторий, посмотреть, какая система условий жизни для студентов создана. Но вместе с тем, до сих пор существует закон, что студенты оплачивают за свое проживание в общежитиях 5% от стипендии. Средняя стипендия 1030 рублей. Это 50 рублей в месяц. Разве можно сегодня содержать вот современное общежитие или ремонтировать это общежитие? Или создавать условия для отдыха, а там хорошие условия, платить 50 рублей в месяц. Вот таких противоречий много. Если некоторые вузы ограничиваются лишь профессиональной подготовкой студента и после вручения диплома университетам уже не интересна жизнь выпускника, то Башкирский государственный педагогический университет еще в течение 5 лет отслеживает дальнейшую судьбу каждого из них. В случае возникновения проблемы с трудоустройством родной вуз всегда готов помочь своим бывшим студентам. Кроме этого, в педуниверситете создан образовательный портал, который позволяет каждому учителю республики делиться опытом с коллегами, обсуждать актуальные вопросы педагогики, использовать имеющиеся методические разработки. И слава Богу, сегодня президент нам обещал, что учителя начальных классов все получат ноутбуки. А от нас получат логин и пароль. Сидишь дома, смотришь телевизор, вошел в ноутбук, Асадуллин, привет, давай с тобой пообщаемся. И пообщались со мной или с другим профессором. Такая возможность создана. Самым актуальным вопросом на пресс-конференции стал вопрос о трудоустройстве студентов. По последним данным, 80% выпускников устроились на работу по трехстороннему договору. Это огромная цифра не только для республиканского вуза, но и для столичных учебных заведений. Существует проблема отсутствия молодых специалистов, в том числе учителей на селе. Как вы видите решение этой проблемы? Мы имеем пример, когда директор Салават нефтеоргсинтеза заключил с нами договор, и мы готовим ему учителей математики с английским языком, учителей химии с английским языком, и он доплачивает им 40 тысяч рублей ежемесячно, от 30 до 40. Башкомснаббанк к нам пришел разговаривать с нашими выпускниками, будущими учителями экономики. Направляйте их к нам. Мы научим их операциям. Ваши люди умеют общаться с людьми. Журналисты интересовались и массовым переходом педагогических вузов республики в классические. Почему же БГПУ сохранил свой статус? Мы остались единственным педагогическим вузом Башкортостана. Горящие головы говорят, а почему вы не становитесь, ведь это же престижнее. Коллеги, а кто же детей будет учить? Кто же будет готовить учителей? Поэтому спасибо Рустему Закиевичу, что он поддержал создание кластера педобразования. Наш анализ показывает, что вот в течение 5 лет мы вместе с педколледжами сумеем обеспечить систему образования, общего образования, дошкольного образования, начального профобразования, среднего профобразования специалистами. Мы сумеем. Также журналисты не оставили без внимания частое посещение нашего университета известными учеными с мировым именем, деятелями культуры, шоу-бизнеса, спортсменами, политическими деятелями. В частности, президент республики Рустем Хамитов лишь за последний учебный год посетил нас 3 раза. Причем трижды в неформальной обстановке встречался со студентами.
вопросы студентов, содержание договора не было регламентировано. И я горжусь, что наши студенты повели себя как хорошие люди, социально зрелые люди. 1,5 часа конференции прошли на одном дыхании. Незаданных вопросов осталось очень много, но и на них мы ответим совсем скоро, на очередной традиционной пресс-конференции в следующем учебном году.